починаць. У нас такие некалькі працяглых мерапрыемстваў. Мы съехались у Новополоцк. Тут не только новополочане, тут гости из іншых городов. Здесь проблемы с экологией. Со Светлогорска, з Рэчыца и нават з Маладэчна. Зараз у нас будет лекция эксперта по экологичных компаниях из Украины, который будет рассказывать про поспеховые экологичные компании, опыт Украины и международный опыт, и как сделать так, чтобы компания была поспеховой. Ну, а далее уже слово, будь ласка, експерту. Представтесь, будь ласка. Дякую. Мене звати Олег Андрус, я з Києва. Я представляю відразу декілька організацій. Найбільш відомо, я є заступником голови спілки вільних журналістів «Природа понад усе». Наиболее я рекомендую две методички, которые я сегодня буду презентовать. Это ведение кампании «Работа со СМИ» Национального экологического центра Украины ЕКДИ. И вторая называется «Ваш первый контакт с журналистами и чиновниками», тоже выдана Национальным экоцентром и организация «Экология. Права человека». Это наиболее свежая, она 2018 года, та, которая вторая я упомянул, она 2011 года, но там, в принципе, все те же принципы остались, только сейчас очень прибавилась работа с социальными сетями. Передового мирового опыта, особенно американского, в плане ведения природоохранных кампаний. Но как бы то, что у них происходило в 70-х годах, сейчас происходит у нас. Также, думаю, завтра презентую вам фильм, который называется на английском Fierce Green Fire. Это можно перевести как «Яростный зеленый огонь». Насколько я понимаю, на русский еще не существует перевода, и на белорусский существует только перевод на украинский. То есть он с украинскими субтитрами. Ну, я надеюсь, что все поймут, если там не поймут, кое-что переведу. Почему именно этот фильм? Потому что он построен на основании 4 тем, с которых вообще начиналось природоохранное движение в мире. То есть это тема охраны биоразнообразия, то есть морского биоразнообразия, китов, дельфинов, всех этих животных, которые подвержены истреблению. Вторая тема – это химическое загрязнение. То, с чего в США начиналась защита экологических прав населения. То есть когда огромные свалки начинали существовать, и люди, которые жили близ этих свалок, они начинали самоорганизовываться и защищать свои экопрова. Еще в 70-х годах, на минуточку. Третья и четвертая тема касаются глобального изменения климата и глобального сокращения биоразнообразия. То есть это тоже тема нашего будущего. Все мы уже сейчас наблюдаем изменение климата. Это не только потепление, это может быть и похолодание в отдельных широтах, и совершенно вещи, которые никто не ожидал, но которые повлияют на наше будущее. То есть целые страны, типа островного государства Тувалу, они скоро исчезнут, потому что их затопят мировым океаном. А наши широты, тут будут другие проблемы. То есть степь будет сдвигаться вверх на север, и как бы там Крым окончательно станет тропиками, и подобные вещи произойдут. То есть фильм, который я буду показывать, он напрямую касается всех этих вещей. Ну, еще очень много картин я могу порекомендовать. Есть, например, документальный фильм «Если дерево упадет» американского режиссера, который, кстати говоря, дал мне разрешение тоже показывать, презентовать этот фильм. Но он уже существует в российском переводе, тоже как-то при случае рекомендую его посмотреть. Третий интересный фильм, это можно перевести его название как «Саботаж», «Rancid». Он у меня существует, его копия только на английском. Ну, опять-таки, если будет время, то первые 15 минут в украинском переводе можно будет презентовать. Это именно об идеологах американского экодвижения. Так что, если начинать с самого начала, с американского опыта, то что касается защиты, скажем так, их юриспруденция наиболее сейчас готова к тому, чтобы защищать наши экологические права. Почему это случилось? Потому что население именно США начало больше всего обращать на это внимание именно после 50-х годов, когда там начала массово, стремительно развиваться химическая промышленность. Они начали бесконтрольно сбрасывать свои выбросы в некоторых территориях. И случилось так, что на территории штата Нью-Йорк там было такое место под названием канал любви, Love Canal. И как бы оно стало центром свалки, но возле свалки между тем открыли, например, школу. Или там было целое поселение рядом. И никто людей не предупредил о том, что туда сбрасываются токсические отходы. Но все это привело к тому, что местные жители начали замечать, что они болеют какими-то новыми болезнями, раковыми опухолями, что там происходят выкидыши, или у детей появляются сразу же какие-то болезни. И все это привело к тому, что обычные простые жители без юридического образования начали самоорганизовываться. Дошло до того, что они захватывали в заложники местных чиновников, просто чтобы президент США обратил внимание на их проблемы. Там появилась местная такая активный лидер, активистка по имени Лоис Гибс. И ей тогда на тот момент было 30 лет, как бы в 80-м году. И все это привело к тому, что на тот момент в Америке еще не было разработано законодательство по борьбе с этими токсичными отходами. Приняли этот федеральный закон,
Это привело к тому, что городок этот лав-канал полностью выселили, начали, так сказать, очищать эту территорию, очистка длится до сих пор, потому что эта проблема была глобальна. И в том же фильме «Яростный зеленый огонь» показано многочисленные интервью и целая хроника этой борьбы, там были и пикетирования, и шествия этих местных жителей. Они очень давили на какие-то визуальные образы, на то, что дети с этими плакатиками протестуют против токсических выбросов. И это стало для США, для мирового вообще опыта очень вдохновляющим таким событием. Это и подобные вещи привели к тому, что, например, с начала 70-х в Америке начали ежегодно отмечать так называемый День Земли. Возвращаясь к теме, надо говорить о том, что вообще 60-е и 70-е годы на Западе стали прорывом в этом плане, потому что вышла интересная книга, например, Рэйчел Карсон, такая известная уже классик природоохраны, которая обратила внимание на употребление ДДТ в сельском хозяйстве. И она была одной из первых авторов, которые критиковали это употребление, которые делали некоторые выводы вообще о том, как химическая промышленность влияет на окружающую среду. И потом буквально лавинообразно стали расширяться эти книги. На проблему глобальной окружающей среды обратили внимание ученые, политики. Таким образом, в 70-х годах возникла такая организация, как Римский клуб, то есть объединение, с одной стороны, меценатов, с другой стороны, глобальных ученых, которые занимаются глобальными проблемами. Они попытались математическими методами рассчитать, например, как скоро кончатся общемировые ресурсы, такие как алюминий, нефть, газ и все остальное. Прогнозы их были очень неутешительными, они считали на 30 лет вперед, до 2000 года, и они призывали политиков полностью изменить, можно сказать, отношение к окружающей среде на глобальном ООНовском уровне. Все эти публикации Римского клуба в итоге привели к тому, что уже к концу 80-х на уровне документов ООН начинают употребляться понятие охраны окружающей среды, начинают приниматься конвенции, вводится в употребление понятие sustainable development на английском, оно переводится по-разному, мы будем переводить как устойчивое развитие. То есть получается так, что весь наш экоактивизм должен приводить к тому, чтобы общество развивалось не ради экономики, а ради сохранения природных ресурсов и окружающей среды для наших детей и внуков. Это и есть устойчивое развитие. То есть сохранение ресурсов потребление ресурсов таким образом, чтобы их возможно было восстановить. И наши следующие поколения могли этим пользоваться. Между тем, есть понятие еще экстенсивное развитие, то есть современная вся экономика индустриальных стран направлена на экстенсивное, а не интенсивное развитие или устойчивое развитие. И таким образом мы как будто берем из земли в кредит, и потом этот кредит будет нечем отдавать. То есть наши внуки его будут каким-то образом отдавать. Это если говорить о таких идеологических моментах. То есть на самом деле то, чем мы занимаемся, на Западе давно обрело свое название, это называется социальная экология. Есть еще такое ответвление природоохранного движения, которое называется глубинная экология, deep ecology. То есть глубинная экология больше направлена на то, что просто, чтобы сорвать с человека эту его корону венца творения, которую он сам себе назначил, скажем так. И обратить внимание на то, что многие экосистемы имеют самоценность, независимо от того, насколько они ценны для человека, что многие животные, многие растения имеют ценность само по себе. Эта идеология мало понятна широким массам, поэтому в рамках сегодняшней лекции мы будем больше обращать внимание на то, что мы занимаемся не просто экопроблемами или природоохранными проблемами, а социально-экологическими проблемами. То есть проблемами, которые находятся на стыке охраны природы и нашего социального устройства. То есть мы в любом случае в рамках нашего общения со СМИ будем говорить о том, что мы боремся за будущее наших детей, за наши эко-права, за гарантированные нами конституциями и международными соглашениями права. И поэтому акцент будет больше не на экосистемах, а на наших правах, как граждан, скажем так. Что касается непосредственно сегодняшней тематики, то есть некие общие советы, которые, я думаю, можно давать и в рамках украинского законодательства, и в рамках белорусского, в рамках российского и прочих мировых практик. То есть все мы живем в странах, в которых хотя бы на уровне Конституции гарантируются базовые права человека, гарантируется наше право на чистую окружающую среду. Исходя из этого уже можно танцевать, скажем так. Другое дело, что все мы понимаем, насколько отличается политический режим Беларуси от украинского. То есть в Украине в каком-то смысле это намного легче вести подобную деятельность. То есть мы буквально сегодня собирали эти подписи, и всем тут понятно, что в Беларуси могут просто защемить за подобное мирное собрание. В Украине защемить невозможно, потому что
У нас более развито гражданское общество, оно больше способно влиять на государственную власть. В этом, собственно, есть коренное отличие. Что касается украинских практик, то мне бы хотелось, конечно, услышать ваши вопросы после всего этого, но, наверное, имеет смысл давать некоторые советы. Что касается этой методички, она сразу начинается с очень неплохих 7 ступеней, которые должен придерживаться любой активист и экоактивист. Оно называется на русском алгоритм борьбы. То есть я буквально могу даже перевести эти ступени. То есть это 7 шагов, которые сформулировали пресс-служба Национального экоцентра. Я, в принципе, полностью согласен с их советами. То есть, допустим, у нас есть некая проблема, которая касается местного населения и всех нас, и мы хотим системно бороться за ее решение. В нашей голове должно быть 7 вот этих четких последовательностей. А именно, нужно сначала сформулировать нашу цель. Допустим, в каком-то городе есть свалка мусора, которая является незаконной или полузаконной, мы хотим от нее избавиться. Это и есть наша цель, очень четко. Второе, это нужно обозначить, каким образом можно изменить ситуацию и кто конкретно за нее ответственен. У каждой проблемы есть имя. Это имя — это конкретный чиновник. Они очень боятся называния конкретных имен. И поэтому в этой методичке это второй шаг. Далее, третий шаг — это нужно, собственно, сообщить нашим ключевым персонам, то есть чиновникам, о том, что мы знаем об этой проблеме, что мы осведомлены, что они конкретно за нее ответственны. И поэтому третий шаг — это написать обращение в письменном виде на этого чиновника. Далее уже ждать реакции. Если реакции нет, переходим к пункту следующему. Четвертый пункт — найти тех людей, которые могут повлиять на этих ключевых особ, то есть на чиновников. В данном случае эти ребята приводят такие примеры, что это может быть и прокуратура, и местные жители, и депутаты, то есть все, кто имеет отношение или к власти, или к возможности давления на власть. Это больше, местные жители это больше для реалий Украины, конечно же, но я надеюсь, в Беларуси тоже так случится. Пятый пункт – это вести систематическую работу, направленную на то, чтобы чиновники приняли необходимое нам решение. То есть это может быть и сбор подписей, как сегодня, и флешмобы, и пикетирование. То есть, короче говоря, ведение масштабной кампании, которая включает целый ряд средств. Шестой путь, параллельно с пятым путем, это общение со средствами массовой информации, ведение медиакомпании, собственно говоря. Ну и, наконец, седьмой путь – это постоянно анализировать результативность наших шагов. То есть постоянное брейнсторминг, постоянная слежка за тем, каким образом мы добиваемся нашей цели. Если методы неэффективны, используем какие-либо другие методы. Далее методичка показывает на примере очень таких ярких фотографий, каким именно образом, собственно, добиваемся этих 7 целей. Ну, тоже ребята, авторы этой методички, они приводят методику Greenpeace, то есть они по каким-то своим интересным критериям делят гражданское общество на 3 категории. То есть всегда есть пионеры, которые идут впереди, которые в тренде экоизменений. То есть люди сознательные, которые сами способны формулировать цель для общества и постоянно задают цель. То есть все мы тут собравшиеся, по мнению автора методички, это уже пионеры, pioneers на английском. Те люди, которые находятся на передовой, на фронтире, скажем так, борьбы. Далее идет слово prospectors, которое авторы методички перевели как пошукачи, люди, которые ищут, скажем так. Это тоже чем-то похоже на пионеров, только они не задают тренды, они за этими трендами усиленно следуют. То есть они всегда следят, что в моде, что наиболее сейчас актуально в обществе. Таким образом, в Украине, например, веганство продвинули, потому что оно стало модой своеобразной. Еще 10 лет назад это было невозможно, сейчас оно немножко в тренде. Ну и третий вариант, третья категория общества, это пользователи, самые широкие массы, которые хотят просто жизни стабильности, быть нормальными людьми, не то что следовать за трендами, но если уже такой тренд задали, они будут по нему идти. Для каждой из этих категорий используются разные способы завлечь их внимание, скажем так. Один из интересных разделов этой методички – это группа поддержки. То есть, в любом случае, если мы создаем организацию, которая выражает экологические интересы населения, это поначалу какая-то очень маленькая группа людей. То есть, все собравшиеся, допустим, это общественная организация, которая собралась. Эти люди наиболее активны, и они хотят донести свои идеи.
Дальше мы начинаем формировать целевую аудиторию. Мы должны понимать, какая у нас целевая аудитория. Да, как бы. Она может быть абсолютно разная. Мы должны ее делить по разным категориям. Или это пользователи интернета или нет, пользуются ли они социальными сетями, сколько им лет. Если это подростки, то они, конечно же, пользуются социальными сетями и следуют за этими трендами. Если это люди пенсионного возраста, к ним должен быть совсем другой подход. У них там свои лидеры мнений, они смотрят телевидение и так далее. Там какая-то средняя категория населения может телевидение вообще не смотреть, а только читать интернет. Поэтому, даже как в бизнесе, у нас очень похожие подходы. То есть мы, по сути, бизнес продает товары, а общественные организации продвигают идеи в массы. Да? Не торгуют, конечно же, ими, но они их продвигают. Поэтому, к счастью или к сожалению, наши методы очень похожи. То есть мы точно так же, у нас появилась идея, и мы должны ее внедрять в массы, конечно же, не продавать товар, скажем так. Поэтому в этой методичке особо большой акцент делается на том, что мы должны формировать группу поддержки. Это может быть просто человек с улицы, который заинтересовался, пришел, допустим, в офис организации или на какое-то очередное собрание или на массовое мероприятие. Даже если он не умеет писать статей, не умеет писать пресс-релизы, он может пойти собрать подписи. Он может прийти на пикет постоять с плакатом. То есть работа, как говорят мои коллеги, найдется всегда и для всех, если это речь идет об общественной деятельности. Другое дело, что мы постоянно должны искать мотивацию для этих людей, потому что кому-то интересно какую-то свою идентичность приобрести, что вот я экоактивист, кому-то интересно самовыразиться, кто-то думает, что если не я, то кто же. То есть моя там личная мотивация прийти в движение была, если не я, то кто же спасет парк рядом с моим домом, допустим. Это особо актуально для Киева, потому что у нас наиболее и успешные, и безуспешные компании крутятся вокруг массовой амаровской застройки Киева. Поэтому, как я уже сказал, мы должны постоянно помнить о наших разнообразных целевых аудиториях, скажем так. Подъедем дальше. Дальше, насколько я помню, авторы описывают, как, собственно, делать информационные кампании, что такое информационные поводы, как правильно писать пресс-релизы и тому подобные вещи. Я думаю, тут в зале присутствуют люди, которые от начала до конца знают эту информацию, люди, которые не знают. Поэтому пару слов тоже расскажу. То есть ключевое слово в любой медиакомпании – это информационный повод. Даже если его нету, мы должны постоянно придумывать его сами, скажем так. То есть даже если, допустим, какое-то время не происходит никаких значимых событий, мы должны постоянно поддерживать внимание средств массовой информации к нашей теме. Допустим, вышло какое-то очередное исследование нашей проблемы. Это может быть свалка или загрязнение воздуха, или вырубка деревьев. Мы таким образом собираем пресс-конференцию, собираем экспертов, приглашаем средства массовой информации. И таким образом это уже информационный повод. То есть это может быть пресс-конференция, это может быть митинг, это может быть что угодно, что придет в нашу голову. Это может быть какая-то яркая акция. Например, тут на фото показано, как элементарно можно привлечь внимание какими-то очень яркими средствами. Человек, который на фоне фаеров стоит, или там люди, которые изображают мертвых животных, которые умрут после изменения климата и подобные вещи. Вообще, введение медиакомпании, пока пусть погасит, я расскажу устно. Любая организация общественная, она приходит к тому, чтобы создавать свою пресс-службу. Пусть этот человек будет работать бесплатно или платно, конечно, в идеале, чтобы он получал зарплату, но не у всех нас есть ресурсы, скажем так. Этот человек может быть чисто волонтером. Я, например, многие годы был чисто на волонтерских основаниях, вел сайт организации, придумывал эти самые медиаповоды, договаривался с информационными агентствами и подобные вещи делал. То есть, в принципе, это возможно даже без привлечения финансовых ресурсов. Далее мы, допустим, создали эту пресс-службу, и мы должны обращать внимание на несколько вещей. Мы должны постоянно выдавать эти информационные поводы, мы должны вести социальные сети, потому что, к сожалению или к счастью, в современном мире без них невозможна работа с населением. Абсолютно. Третье, мы должны постоянно помнить, что в социальных сетях мы конкурируем не с такими же, как мы, общественные организации, мы конкурируем с попсовыми какими-то образами, с музыкантом Оксимироном, не знаю, с каким-то политиком, который проплатил себе рекламу. То есть мы должны быть где-то примерно на уровне их подачи информации. То есть человек, который листает вот эту вот постоянно новостную ленту в Инстаграме, на Фейсбуке, ВКонтакте, где-либо еще, он должен останавливаться на нашей новости, не на новости музыканта Оксимирона. Да, Поэтому
к сожалению или к счастью, мы должны бить на яркие визуальные образы, а потом уже на контент текстовый. То есть человек, который крутит ленту в Инстаграме, он увидит красивую картинку, а потом уже начнет читать, а что там, собственно, написано под картинкой. А в Инстаграме еще и запрещены ссылки, поэтому нам приходится в этот маленький текст умещать то, что мы хотим сказать. И это уже совсем другая наука, чем было раньше, еще 10 лет назад. Поэтому, что касается Инстаграма и всех этих социальных сетей, то есть целая отдельная методики там, подсчитывания эффективности наших постов. Есть там слово KPI, которое уже точно не помню, как расшифровывается, но если вы работаете пиарщиками, вы будете этим коэффициентом отчитываться перед вашим работодателем. А в данном случае общественная организация это точно такой же работодатель, только он вам может еще и не платить ничего. Вы можете работать чисто за идею. Поэтому в рамках медиакомпании сейчас ключевое значение имеет работа с социальными сетями. Отдельная тема это то, как взаимодействовать со средствами массовой информации, как общаться со СМИ. Тоже пару слов на этом остановлюсь. Все мы, работая в общественной организации, должны научиться писать пресс-релизы, формулировать наши мысли, чтобы они не занимали больше одной страницы А4 и делать подобные вещи. Потому что одно дело это сухая информация, что согласно действующего законодательства то-то, 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 то-то. К сожалению или к счастью, нам нужно постоянно это переводить на язык, понятный журналистам и понятный широким массам. То есть поэтому есть универсальное правило. Любой наш пресс-релиз он должен занимать даже не больше полстраницы А4 в идеале. Я уже не говорю страницу. Я сам страдал большими на 1,5 страницы пресс-релизами и думаю, что их особо никто не читал, к сожалению. Поэтому универсальный совет это думать о том, как журналист, который получит ваш пресс-релиз, будет его читать, сокращать и так далее. Там интересная такая получается перевернутая пирамидка. Сначала первый абзац самый емкий, самый краткий, потом он больше, 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 и в конце уже больше всего воды получается, но если журналист уже и дочитал до этого абзаца, то значит ему действительно интересно. Или выбросил, да, Поэтому, да, получается такой своеобразная пирамидка. Всегда важно помнить, что если мы, например, рассылаем анонс некого события, то мы его сводим к 3 вопросам: что, где, когда. Мы не пишем в анонсе всю историю нашей проблемы. В лучшем случае мы подаем в конце ссылку на соответствующий наш сайт, например, наш ресурс, где уже на несколько страниц расписана вся история нашей медиакомпании. То есть часто активисты грешат тем, что вот этим самым многословием все отметаем, скажем так. Что еще говорить? Есть еще некие универсальные советы, как именно ходить на средства массовой информации, как именно давать там комментарии. Они сводятся к тому, чтобы заранее просто готовиться к вашему походу на радио или на телевидение. Я думаю, для Беларуси это менее актуально, но тем не менее. Я сам помню, как я там волновался, когда первые свои разы шел на радио или телевидение, я там просто себе план писал на бумажке, дословно, что я хочу сказать, потому что если вы первые разы вы будете волноваться, вы точно забудете основную мысль. Вы будете говорить много лишних слов, а у них там бывает рекламная пауза, они вас могут обрывать, делать подобные вещи, поэтому лучше сразу главное сказать. Не стыдиться подглядывать, кстати говоря, в эту самую бумажку, потому что ничего страшного в этом нет, скажем так. Поэтому все мы, как экоактивисты, должны научиться ходить на средства массовой информации, говорить, толкать там некие речи. Потому что иначе нас никто не услышит. Если не мы, то кто же, скажем так. Мы сами должны становиться медиа-активистами. Таким образом, приходим к тому, что касается вообще ведения медиакомпании, то любая организация должна для себя сформулировать то, что называется на английском mission, vision and values. То есть миссия, видение и ценности. Наша миссия это буквально в одной фразе то, чего мы хотим добиться. Да, Видение это то, как мы это хотим добиться. И наша ценность это тоже не очень большой перечень того, с чем согласны все члены организации. Права человека для нас однозначны, да? Права природы могут быть для нас однозначны, права животных, что-либо. Человек, приходящий в эту организацию, ему заранее может дать такой списочек и сказать, дорогой гость, ты согласен с этим или нет? Если ты хотя бы с одним пунктом не согласен, скорее всего, нам не по пути, да, скажем так. Поэтому без этого невозможно существование организации, потому что иначе она начнет разваливаться вследствие каких-либо тенденций к развалу. Поэтому, опять-таки, я говорю даже о собственных ошибках, потому что эта организация, которую я создавал, она была довольно
не очень корректно или аморфно сформулированными целями, поэтому очень много людей просто отпало в процессе ее деятельности. Сейчас эти цели уже более-менее сформулированы, и есть команда людей, которые полностью с ними согласны. Мы, например, там внутри своей организации договорились, что мы политически нейтральны, мы не спорим о политике, мы не спорим о том, кто за какого президента в Украине голосовал, потому что это просто губит на корню всю нашу деятельность. Люди начинают спорить о совсем других ценностях, чем те, из-за которых мы сюда пришли, в эту организацию, в это место. Поэтому уже несколько лет именно та команда людей, которая вокруг меня, она держится на плаву, потому что мы не спорим о лишнем, скажем так. Еще, конечно же, важно постоянно поддерживать мотивацию наших волонтеров, потому что мы не платим им деньги, мы даем им что-то другое. И чувство идентичности, чувство принадлежности, чувство спасения окружающей среды. Должны какие-то маленькие промежуточные победы, потому что если человек годами занимается, лупит в одну точку и не видит перспективы, не видит побед, то, что он дальше будет делать в этом экодвижении. К сожалению, таким образом от украинских организаций откололось очень много волонтеров, потому что вони лупали, есть известная фраза Ивана Франка, лупайтесь у скалу. Они эту скалу разрушали годами, она все не разрушается, скажем так. Поэтому проблема отпадания активистов, проблема выгорания, это вообще отдельно большая тема, и важно бороться с этим самым выгоранием. Постоянно поддерживать этот огонь внутри каждого активиста, потому что на самом деле эко-борьба, она не имеет конца. Это на многие десятилетия вперед, и с этим надо смириться. Многие, например, эко-организации еще с советских времен, они были чисто студенческими, они назывались Дружина охраны природы. И, к сожалению, у них была такая тенденция, что когда человек заканчивает университет, становится взрослым человеком, идет на настоящую серьезную взрослую работу, он полностью забывает о своих эко-ценностях, которые у него были, когда ему было 18 лет. Так быть не должно. Эти эко-ценности никуда не деваются на самом деле. Проблемы, которые он пытался решить, они тоже никуда не деваются. Просто меняется его социальный статус, меняется его возраст этого человека, этого активиста. И, скорее всего, к нему надо уже находить другие подходы, чем когда ему было 18 лет. Вот такая вот основная идея. Ну и я, наверное, буду подходить к концу, потому что на самом деле тема очень обширная. Я бы скорее показал эти фильмы, как-то их прокомментировал и послушал бы ваши вопросы. Потому что то, что я рассказываю, это актуально для украинского этого свободного гражданского общества. Я тут уже в приватных частных разговорах говорил, что постоянная тактика украинской власти это делать какой-то очень неоднозначный поступок, какой-то ярко негативный. Если гражданское общество не выступает против, значит так и надо, едем дальше. Да? Если начинаются массовые протесты, они идут на попятную. Это касается всех каденций, всех президентов Украины, всех созывов Верховной Рады и так далее. Только так гражданское общество Украины побеждало, когда оно активно на что-то реагировало. Если это происходит как-то апатично, аморфно, как это, к сожалению, происходит сейчас, например, в Мариуполе с этими протестами против загрязнения окружающего воздуха, то эта проблема растянется на многие года вперед. Что касается прецедентов побед, то я лично больше всего занимался за годы своей практики именно борьбой за сохранение зеленых зон, парков. Можно сказать, что было очень много проигрышей, но были некоторые победы. Самым массовым на моей памяти движением было движение под названием «Сохрани старый Киев». Это примерно 2007-2008-2009 года. Эти люди отличались особым радикализмом, то есть они уничтожали заборы вокруг застроек, захватывали земснаряды, например, на территории Жукова острова. Это самая большая природная территория Киева. То есть они делали максимально ярко, скажем так, максимально привлекали внимание к себе. И таким образом они добились неких побед. То есть Жуков остров тщательно до сих пор не застроен, хотя он раздеребанил под застройку, но мы сдерживаем эту тенденцию. Интересная победа была в самом центре Киева, там есть такая пейзажная аллея, это символ Киева, то есть все приезжие, гости Киева по нему гуляют, сами киевляне. И прямо в центре этой пейзажной аллеи вырыли котлован и хотели построить очередное здание Министерства иностранных дел. Уже котлован был вырыт, но люди просто начали активно с этим бороться, они уничтожали этот забор, они подавали в суд. Всегда любая медиакомпания должна сопровождаться какими-то юридическими шагами, то есть подачей в суд, который растянется, конечно же, на несколько лет, и параллельно физическим давлением, допустим, на застройщика. И только таким образом в Киеве и в Украине возможно победить. Потому что пока общественность давит на застройщика, то он идет на попятную. Как только люди перестают перекрывать трассы, перестают уничтожать его технику, его заборы и так далее, застройщик побеждает. Это просто однозначная тенденция.
Так вот, пейзажная ли борьба общественности привела к тому, что этот котлован засыпали, люди нашли инвесторов, меценатов, которые построили там целый красивый парк с всякими там синими котами, там, ну, короче, кто будет в Киеве, приглашает, там можно фотографироваться на фоне всего этого. И теперь пейзажная аллея — это символ борьбы с застройкой, символ победы общественности, скажем так. И это должно вдохновлять, прежде всего. То есть случилось так, что в Украине СМИ менее пропагандистские, здесь СМИ это четкая будет пропаганда, скажем так. И мы должны постоянно это учитывать. Поэтому, скажем так, приходя в экоактивизм, мы можем не уметь ничего, но мы должны сами потом повышать свой уровень квалификации, сами становиться журналистами, пиарщиками, пиар-менеджерами, людьми, которые работают с социальными сетями. И таким образом, только так мы добьемся наших целей. Если вкратце, то все.